Миниатюры. Проза – это создание, постройка из частного, целое. Поэзия – отщипнуть от целого частное. Литература – сотворчество пишущего и читающего, совместное создание реального и движение к нему. Самая главная обязанность родителя – читать ребенку вслух хорошие и умные книги, пока он сам этому не научится. Самое главное – вы его создали, вы его наполнили, чего же более? Разве что любви как можно больше, чтобы было ему на что жить. Это и есть наследство, и дается оно в начале, а не в конце. Афоризмы – выплевывание по кусочкам изболевшейся сути своей. Литература кончается там, где начинаются заботы о себе. Ничто так не старит, как забота о себе, и ничто так не молодит, как думы о дальних. Литература не служит государству, она его формирует. Правда, мало кто об этом догадывается. Если считать, что кровь служит человеку, тогда и литература служит государству. Во сне к нам приходит Дон Кихот, а днем мы живем с ветряными мельницами. День решил все, кроме проблем Дон Кихота, и завтрашний день с тревогой их поджидает, как будущие занозы свои. Романтика – то, что нас держит, и то, что мы постоянно отвергаем и предаем. Приверженец романтики в конфликте с жизнью, в ладах с собой. Трагедии Пушкина – маленькие трагедии, комедии Чаплина – трагедии большие. Обездоленность – нет возможности поделиться. Уменьшение количества поэтов в стране приводит к увеличению числа врагов. Сэкономишь на поэтах, разоришься на контрактниках. Человечество весело прощается со своим будущим. Когда я слышу медикаментозное лечение, то вижу много важных, но малосодержательных лиц, и по ту сторону этих слов одинокого Зощенко. Трахман. Это фамилия, намерение или жизненное кредо? Непонятно. Один человек, а так все запутал. Толстовская «не сойти бы с ума» – единственное, о чем стоило бы побеспокоиться. В конечном счете все наши подаяния оказываются у богатых. Помогаем богатым, пытаясь протащить верблюда сквозь игольное ушко. Высокомерный человек уже несчастен. Высокомерному народу все это еще предстоит. Самая большая роскошь – интеллигентность. Воздух был плотен, как утоптанная дорога. Дышать было нечем, и идти никуда не хотелось. Новое поколение старее предыдущего, как и сын всегда старше отца своего. Количество детей и имущества – кратчайший путь к преждевременному старению. Редко какая мысль не порождает кровь. «Хоть и писатель, а соображаешь», — вырвалось у женщины, удивленной ходом моей всеобщедоступной мыслишки.
Средь бесконечья чего до кого, Господи, как я соскучился по незнакомой мне высокопарности. У Соло Беллоу блудный сын возвращается к отцу в Нью-Йорк. Отец работает лифтером, он отвык от сына и никак не может привыкнуть к городу. И отец, и сын, и небоскребы, все это бесконечие, все и реально. По улице идет похоронная процессия, как нечто узнаваемое и теплое, и сын, увидев ее, заплакал. А из толпы похоронной кто-то сказал: «Господи, кто бы по мне так плакал?» У Хемингуэя раненые солдат и лейтенант. Госпиталь, ночь, тишина. С веток шелкопряда падают, объевшись листьев, шелковичные черви. «Главное — жениться, и все будет хорошо», — говорит солдат, и без устали повторяет эти слова. Тишина, падают шелковичные черви, падают слова солдата. Раны и долгая-долгая ночь. У Чехова муж с женой везут родственникам кулич. В степи казак с лошадью, он там заблудился, то ли в меру выпил, он до степи, никого. Муж предлагает угостить казака куличом, жена против, мол, кулич нельзя есть раньше 12, проехали мимо. Прошли годы. Муж вспоминает и напоминает жене об одиноком казаке, которого они не угостили куличом. Так и развелись. Я не слышал ни одного полнокровного диалога, и даже если это происходит, все равно не диалог, а полифоничный монолог. Удивительно, и как эта реальная глыба мировой литературы держится на несуществующем диалоге. Невозможно завоевать мир, не разрушив себя. Мир завоеван, а человека-то нет, и кто будет жить в этом мире?